Привет, друзья! Это Сапар снова с вами. Пробую новую камеру. Блин, ну подожди ты. Сейчас я выйду, ребят. У меня машина, блин, препятствие. Так, у нас вот новая камера. Сейчас я вам покажу температуру в моем городе. Сегодня у нас пятница, 16, по-моему, да? — 23 градуса сегодня. Видно, да? Вот 23 градуса. Ну ничего, камера легкая, удобная. Вчера у нас был дождь, позавчера тоже дождь. Ну, сезон дождей идет. Река полная вон. Так, я камеру поставлю, чтобы на дорогу смотрели. В последнее время я снимал для ТикТока как там это, контент. Здесь дорогу ремонтируют, канализацию, поэтому дороги перекрыты, видите, да? Сейчас. Они работают в основном ночью. Делают освещение. Сейчас вот с правой стороны там у них техника. Видите, они ночью работают. У меня в последнее время подписчики говорят: ребята, говорит, давай, говорит, на русском, блин, контент. Вот такие дела, ребята. Сейчас я музыку поставлю. Я не знаю, может YouTube заблокирует, но постараемся сейчас включить музыку. Так, радио не надо вам. С самого начала начнем. О, у меня аж прям прицепилась камера. Новый логотип Nissan. Видите, красная. Машины электрические. Так, что-то у меня музыка не играет, надо этот диск вытащить и заново включить. Этому диску уже лет 15, поэтому... О, застрял диск. Ай, блин, диск застрял. Сейчас мы его будем ковырять вот так. Давай, выходи. Ой, Леопольд, выходи, подлый трус. Ну, я еще за рулем. Сейчас мы его вытащим. Давай. Ну. Вот Сапар дает, да? И за рулем, и на дорогу смотрит, и диск тут вытаскивает, застрял. Ну, давай. Это надо тоненьким предметом. Он не хочет. О, вылез. Вот так вот. Сейчас я его протру, наверное, где-то так. Сейчас включаем. Вот. Ну давай. Ну давай, милая. Вперед.
Есть, пошла. У меня, видите, машина. Вот эта кнопка классная. Это холд. Ее отпускаешь, тормоза, вот он стоит. Пока газ не нажмешь, он на тормозе, видите, автоматически. И этот двигатель не работает, он автоматически выключается. А этот забыл включить. Сейчас. Это у меня этот предупреждает, где радары стоят, где полицейские машины. Ну давай, пока этот. Вот включил. Ну давай, включайся. Вот включился. Она у меня соединена с аккумулятором напрямую, поэтому я... Ну, короче, это... По-деревенски все у меня. Так, какой у меня? Так, здесь сложный перекресток. А вот предупреждать, против части нельзя. Здесь надо, по идее, прямо ехать. И там машину пропускать надо. Видите, да, она остановилась. Вот она стоит, меня пропускать. Здесь аварий у нас много из-за этого. Так, ну что, вперед. Так, мне здесь, когда полосу переезжаешь... Сейчас, ребят, я закрою окошко. Когда полосу пересекаешь, надо обязательно поворот включать. Потому что, видите, да, вот мне этот линию мне показывает. Сейчас я вам покажу. Вот едешь, прямо едешь, она, видите, моргает у меня. И вот, например, я хочу налево, да? Она мне рулит это самое. Возвращает на место, смотрите. Вот опять возвращает. Я хочу налево, вот смотрите. Вот она. Вот, говорит, езжай прямо, говорит, видите, да? И здесь у меня эта система безопасности торможения. Так, ладно, сейчас я вам поставлю здесь. А, я забыл, этот диск совсем другой. Я хотел вам другой диск поставить. Сейчас, ребята. Ну, давай, ходи. О, вышло. Сейчас японский навигатор говорит, сложный перекресток, говорит, будьте, говорит, внимательны, говорит, тут полоса только прямо налево, а вот две полосы прямо. Ну, какая музыка? А, это другой диск. Сейчас я переключусь на другой диск. Просто те мои одноклассники, которые слушают советскую музыку, они, наверное, помнят то, что я сейчас включу. Так, едем прямо, ребята. Мне надо до вот подвесные дороги. Подвесные дороги я хочу там под навесом поехать. Мне надо к кентам съездить. Что-то машин много у нас с утра. Ну, у нас сезон дождей. Я надеюсь, в начале июля может закончиться. А так, из-за дождей у нас, из-за влажности, смотрите, все цветет прям чересчур, прям все зеленое. Так, сейчас я перестроюсь, ребят. Вспомнили, да, музыку? Когда этот мост строился в 2005 году, я пригласил родителей, маму, папу сюда, они приезжали, я отца привозил, он физик-математик, бывший этот партийный работник. Он вот такие вот колонны увидел, говорит, столько цемента, столько арматуры, говорит, как они что сделают?
Ну, там этот рисунок был, ну, проект, план дороги. Я ему показал, он ходил, каждый столб смотрел, говорит, это как, это что, фонари, это все для людей, почему мы, говорит, коммунисты этого не добились? Ну, это прошедшее. Вот после, видите, все это они построили, все это действует, работает. Эта развилка идет в сторону Осаки, идет сюда, Нара, Осака, туда на Японское море, Осак тоже. Ну, наверное, YouTube скажет, этот контент музыки запрещен, пожалуйста, удалите, нарушение авторских прав. Ну, вот так вот, ребята. Просто я не хочу сегодня соединять одним потоком сниму видео, чтобы не резать, не комментировать, потому что это моя пробная. Потом скажете, Сапар, вот так нельзя, так можно. Вот. Рис посадили у нас уже, засеяли рис, ну как, зашили рис на поле. Вот. Едем дальше, да? Вот такая развилка, 4 этажа или 5 этажей, трехступенчатая. Вот. Машина заглохшая, сейчас газ нажимаю, ну, поехали. Автоматический завод. Очень удобная машина, я с ней путешествовал. Пол Японии объездил, в ней сплю, С собой газовую горелку берем, сковородку, чайник, термос и вперед, по Японии. Опять не успели. Так, сейчас я вам объясню. Вот, тормозим. Вот она заглохла. Она опять завелась, потому что сейчас я двинусь. Пока ей не зажгется, а экономика. Нет, не зажигать. Ладно. Тормозим, все. Вот он, тормоз включился автоматически. Видите, какая? 2 уровня. Столько они каждые 10 лет проверяют трещины, ржавчины, подкрашивают, понимаете, вот полностью красят. Вот так вот, ребят. Не, ну и в Москве есть, и в Европе есть, везде есть. Я не хвастаюсь, я просто рассказываю то, что вижу, понимаете, ребят? Показываю. У меня же там в YouTube написано же. Честно рассказываю, показываю про Японию. Вот все как на самом деле есть. Это вот грузовик, он перевозит двери, окна. Нарастил, видите, поднял. Ну, у нас что здесь хорошо. Ну, я почему говорю у нас? Я уже здесь 29 лет, поэтому я говорю у нас. Потому что там у вас, у нас мне легче так это говорить и сравнивать. Везде написаны высота там пролета, везде метры, под мостом, там под ограждением. И даже, видите, вон развилка, первая дорога, 500 километров вот от этой точки до Токио, до столицы Японии. Хорошо, да, разметка? Прилично веди, говорит, себя. Ладно, буду прилично из себя вести. Ну что, поехали, я сейчас под мост. Сейчас музыку еще найду. И вот это у нас вверху платное, внизу, естественно, обычная дорога идет. Что-нибудь рассказать.
Мне 63 года. В 95 году я с семьей сюда перебрался. Сперва жену отправил в аспирантуру в Кембридж университет, а потом сам с детьми. Вот. Сейчас я окно открою, это жарко. Сейчас, ну, все равно у меня крыша, видите, закрывается, открывается. Ну, я под мост заеду, там уже вот так вот, чисто по-советски. На дорогу поставлю, чтобы на дорогу любоваться. Первое, это съемка. Здесь у нас в Японии зеленая волна есть, да? Знаете, да, зеленая волна? Определенный 40 или 50 едешь, на зеленую волну попадаешь. Я в ТикТоке тоже выкладываю, у меня там кыргызоязычные аудитория. Есть хорошие положительные комментарии, есть отрицательные, а есть вообще угрожающие, жестокие прям. Сегодня мне написали, что ты предатель, что ты перебежчик, убежал из Кыргызстана, ну из родины, работаешь на чужую страну, давай вернись. Поднимая экономику, развивая свою родину. А потом мне вот так подумал, почитаешь и думаешь, кому я там нужен, кто меня на работу возьмет, кому вообще мои идеи, мой опыт, мое мировоззрение нужно. Ну, я же как-то в 98-м хотел устроиться на работу, меня же никто не взял, поэтому иногда хочется, иди лесом, блин, Ну, это просто такие мелочи, понимаете? Телится, блин, как корова. Вот новый Prius. Я специально его ждал. Видите, да, какой он? Обкатый такой, типа Мерседесов. Ну, матрешка типа. Салон маленький, а снаружи он как этот. Ну, что-то у японцев в последнее время дизайн чисто на корейский пошел, или как, не пойму я. Это мой Райс, блин, вторая машина. Это гибрид по Toyota значок, он голубоватый, поэтому гибрид сразу можно знать. Но я тоже хотел взять гибрид, потом мотор шумный, блин, в городском режиме. Прям шумит, поэтому я не стал, я взял обычный бензиновый. Японцы любят бензинные обычные машины. Ну, японское правительство, оно хочет, чтобы мы перешли на электрику и на водород, а электричество, пока японцы сами говорят, пока 5-6 атомных электростанций не построят, уже надежных, не тех, которые во время великого землетрясения там в 2011 году, Фукусима, это американцы построили, ну, американский дизайн, проект. А японцы хотят сами уже безопасный, чисто такой маленький атомной электростанции. Сейчас Кишида, премьер-министр, хочет, чтобы мы все полностью перевели на электричество, ну, экологически чистую энергию. Поэтому сейчас они
будут строить атомные электростанции будут строить. Вот когда они перейдут на атомные построят, вот тогда, может быть, мы будем покупать электрические машины, чтобы электричество было дешевым. Потому что вот бензиновая машина, если она стоит $20 000, то этот электрический или водород, она на 3-2 раза дороже будет стоить, где-то $35-40 000. Ну, сами японцы говорят, да, ну зачем, блин, рано еще. На Хавей поехал. Видите, да, Хавей? Я 90 еду, у нас камер нету здесь. Скорость здесь никто не измеряет. Не успел, да? Ну что, вроде удобная камера. Но она на липучке, надо, наверное, она рассчитана на каску, сюда она крепится. Держатель, фиксатор. Поэтому мне надо как-то придумать. Я просто хочу постоянно снимать. И почему я взял этот GoPro? Потому что у меня старая камера хорошо снимает улицу вот так вот. А когда из светлого помещения в темное заходишь, она коричневым становится. Ну, теряется полностью контраст. Ну, она уже устарела. Или уже лет 7-8. Вот. Поэтому я это купил. Здесь что хорошо, если вертикально поставить, она снимает в формате для Instagram, для ТикТока. Ну, я, ребята, приехал. Сейчас я поставлю. Так, здесь мне направо, блин. Здесь оранжевая сплошная. Так, а ну ничего, гаишников нет, я пересеку. О, мусор убирают здесь. Чистят арыки здесь. Так, я к кентам приехал, я этот процесс не буду вам показывать. Так, короче, я приехал к моим кентам. Дома кое-что завалялось, поэтому я пришел, сдал. Вот, таймкард аргё. Куре, 9時から8時からこれ。7時30分、7時半から。Тайм-карточка надо пробивать. Сугуйно. Здесь вода бесплатная, можно попить. Видите, поставил. Холодная, горячая. О. Вот, смотри. Тут кухня там у них. Тут 2 женщины работали, сейчас 3 стало, молодую взяли. Камера здесь. Аре, бохан камераもついてるの? これ防犯カメラ? これ。防犯何? あ、これカメラ? そうそうそうそう。え? チェックしてるの? チェック、そうね。すごいわ。全部チェックしてる。わかったわかった。Кондиционер работает.
これ機械お金数える機械でしょこれ。そうそすごいな。100万200万とかな。う。そうね。どうぞ。そうです。あ、そうね。ありがとうございます。Так, сегодня 16 июня, 26 градусов, ну, без 10-10. И лицензия нужна, видите, чтобы работать. Так они работают. Ладно, едем дальше. Так, это машина президента, его нет, Игорь. Так, я сдал на $500. Так, ну что, едем на заправку. Так, заводим машину. И вперед. Так, я потолок закрыл, а то это чуть-чуть приоткрою, это неудобно. Вот так, вот хотя бы вот так, да, чуть-чуть. А то откроешь, вообще кипяток. Я же без кондиционера, чтобы кости не болели. Так, окошко открой. И поедем на заправку, ребята. Так. Машина вот. Сейчас я вам покажу машину. В Японии номера белые, это больше 800 кубов лошадиных сил, белые номера. Вот Киото 300, и перед восьмеркой стоит хирогана буква ВА. ВА по всей Японии это рентал, в аренду машины сдаются. Видите, Times написано фирмы. Есть обычные белые номера у нас, а еще есть разрисованные, красивые. Их надо покупать. Сейчас я вам покажу. Сейчас впереди машина едет. Сейчас догоню, камеру поставлю. Я вам покажу номер. Тоже разрисован с другой префектуры. Сейчас вот гейтер обгоню. И вот обычный белый, ох, блин, он перестроился прямо перед перекрестком, видите? Вот обычный белый номер. Это компании зеленый. А вот и из Тотори или Lexus, видите, у него разрисованный красивый номер такой. Ну, типа этот, как у этих голубых, блин. Ну так, к примеру. Вот так, ребята. Сейчас поедем на заправку. Доллар у нас сегодня 140. Почти на 40% обесценивается наши иены. Поэтому туристов очень много, они приезжают с американскими долларами. Когда они обменивают $1, то они получают 140 йен, понимаете? Это вообще класс плюс, поэтому все дешево в Японии. Товары, продукты, рестораны, гостиницы. Поехали. Ох, Lexus шпарит, да? Теперь я вам покажу немножко грязь Японии. Так, я раньше, когда первое время думал, это, блин, смотрите, зеленый этот желтый чай валяется, да, в бутылках. Я тоже так думал. Это в основном грузовики, кто ездит вот на таких больших машинах, они выкидывают такие чайные
1,5 литра, 2 литра. Сейчас я вам колу покажу. Но кто водитель, он догадается, потому что я их тоже понимаю. Время, деньги, понимаете, нет времени идти сходить по нужде. И поэтому они вот сидят за рулем, вот, пожалуйста, видите, вот тут чайные 1,5-2 литра баклажки, вот вообще зеленые, красные. Я по моче определяю, он здоровый человек или нездоровый. Вот, видите, грузовики, они выкидывают это свою отходы производства, блин, человеческие сюда, вдоль дороги. Вот, пожалуйста, тут валяется. Ну, едем дальше. Вот поехала Сакура, это электрическая машина. Так, что за музыка непонятная? Хиросима номер 1. Ма написано перед. Нули у нас в Японии не пишется, только это точки, видите, да? Точка, 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 1. Перед точкой ма, этот хирогана. Номер машины из Хиросимы, этот иероглиф. Значит, 0001. Ну, не считается 0. Ну, первые они считают по-японски. Это уже Киото. Что он мне? Осака. Это бамбуковый лес по бокам. Раньше здесь полностью был бамбук, они все здесь почистили, снесли, выровняли, и вот дорогу, блин, компании построили. Смотрите, заборы возвели. Это они на будущее. С правой стороны тоже асфальтированная дорога пока закрыта, наверное. Ну, лет, когда здесь все, города, дома, все построят, тогда они откроют правую сторону асфальта. И вот впереди перекресток, чтобы строительные компании не перегружали дорогу. Они вот, видите, два этих чувака сидят. Машины заезжают сюда направо, и они подвесной мост сделали, вон там железный. И машины на ту сторону перекресток переезжают по верхней дороге. Вот, забором прикрыли. И я сюда заезжаю на заправку. Так, сегодня 95 и 151 копейка. Это получается где-то 80 рублей, что ли, 95 рублей. Вот сюда надо мне заехать сейчас. А вот номер красивый. Это префектура Нара, видите, олени, храмы. Так, сейчас, ребята, я карточку возьму. Чуть-чуть терпения. И идем на заправку. Так, идем на заправку. Вот, блин, Осака, какой номер у него шикарный, 7. Так. Сейчас я... Так как я член магазина, я вот членская карточка. И сюда этот баллы будут набирать. Ну, очки. Ну, я уже полысел, поэтому мой волос не смотрите, мне 63 года. Я же не молодой, это из-за фуражки. 95-й, 98-й, 162 и дизель. Ну все, открываем. Вот, блин, прилипло прям. О-о. Так, открываем. Красный, видите, написано Региора 95-й. Тут, чтобы не перепутать, красный, желтый, зеленый. О, это дизель, блин. По мотору узнал. Тут мотоциклы, вот, пожалуйста. Ну, здесь самообслуживание, а потом, если что, там вон офис, они
Руку поднимешь, они сразу прибегут. Так, о, 13 литров, 14 литров. Ну, я доливаю всегда, блин. Ну, не могу, привычка долить. На всякий случай. Потом где-то остановишься. Вот, пол-литра, если не хватит, блин, прям этот, сам себя укоряешь, блин. Че я не долил? Ну, давай. О, аж перелилось. Ну ничего, капля, ничего страшного. Так, все, закрываем. Вот видите, машина поехала через мост. Бетономешалки. То есть бетона, цемента. Так, берем этот. И здесь скидка на что? 4 аркари. 40 пака. А, это для химчистки. 40 пакетов. 427 скидка. Так. Ну что, едем дальше, ребят. Так, после заправки я обязательно выставляю 0. Так, давай. Сколько я проехал? 197 километров. Так, делаю 0. Вот, 0. Обнулил. Чтобы знать, сколько я проехал. Я примерно знаю, 200 километров, там 15 литров. Так, ну что, выезжаем. Интересно, да? Чтобы этот перекресток не загружать, они железный мост построили, чтобы на ту сторону переезжать. Потому что в этом районе вот эта дорога основная, она загружена всегда. Она соединяет пригород с городом. Автобусы, здесь поезда не ходят, поэтому такое решение сделали они. Я думаю, наверное, видео длинным получится, да? Ну кому-то интересно, наверное, на дороге посмотреть. У нас дороги всегда круглый год чистые. Никто не подметает, никто не ссорит. Потому что когда рабочие машины выезжают со строительной площадки, то их обязательно моют это колеса водой из шланга. Ну, брызгающим. Кто там сигналит? Вот автобус ходит, остановка. Это машины все едут, американский магазин, Костако едут. Ну, легковые, а грузовые эти по работе. Раньше этот район не был развитым. А американский магазин Костако, ну этот оптовый магазин построили, блин, тут людей прям завались, все сюда едут. С левой стороны институт открыли для молодежи, магазины, спорттовары, спортивные залы, вот, Аоки. Беспонтовая музыка. Сейчас я поставлю. И что интересно, у нас камер нету на перекрестке. За проезд белой линии у нас не штрафуют. Вообще нет такого у нас, как в Кыргызстане или в России.
Если вас лично вот так поймает радаром, они сидят это, в засаде, если поймает, тогда накажут. Ну, они выписывают штраф. А так эти камеры для безопасности. Дедушка, наверное, стукнул велосипедистку. Выясняет, все ли нормально. Вообще, по идее, надо полицию вызывать. Но что будет делать теперь? Теперь надо этот вести на этот магазин, где продают велосипеды, и ремонтировать. Ремонт он оплатит. Или что он там делает, во сколько цен. Так, здесь у нас заправка и мойка автоматическая. Сенча называется. Я их раньше отправлял в Африку, блин, резал пополам и отправлял, потому что они нестандартные товары. В контейнер не влазили. Ну чё? Все, разобрались? Ну давай. Он нормально. Ну, едет. Все вроде спокойно. Может, просто знакомый. Может, я переборщил. Так, ну что, едем, ребята, дальше. Это автоматическая мойка, заправка вот открылась. А вон там Капиранда. Это капи-капи, это что-то пики-пики, ну чики-чики. Капиранда там тоже мойка. Пылесос. А вот авто едет моя. Белая, правда. Ну, у меня белая есть, поэтому я не стал белую брать. Предыдущая у меня машина была темно-зеленая. Блин, я запарился это мыть, блин. Каждая пыль видно. Так, с левой стороны это похоронное бюро, крематорий, вот где зеленый человечек стоит. Первая дорога, главная, основная, она соединяет два города Киото и Осака. И тут могут в кустах полицейские сидеть с радаром автоматически. Они фиксируют нарушение, передают по рации вон туда, за километр дальше. Сейчас перестрою. И там есть специальный двор, туда загоняет машину и выписывает штрафы. Сейчас я вам покажу. Сейчас это здесь авторазборка. Вот едешь и вот сюда налево сейчас. Вот сюда налево ворота, где закрыты. Сюда машину загоняет и штраф выписывает. Прям облава настоящего здесь просто. Ну ладно, ребят, на сегодня все, хватит. Это проверочная съемка, я выложу. О, блин, говорит, не пересекай дорогу, говорит. Предупреждает меня. Сегодня хватит. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может, что-то надо поправить. Может, что-то надо доделать. Давайте, ладно? Всем пока.